Вот эти вот искушения, которые когда приходят, очень много показывают, что сейчас люди и вроде приезжают, и владыка мы с вами, и все такое. Стоит где-то вот так вот споткнуться, где-то упасть, знаете, сразу становится видно человека, кто в какой степени находится. Люди сейчас, вот когда я говорил им, что гордость не исцеляется, а топчется, и когда топчется, становится больно и тяжело, если мы на себя крест не взваливаем и не отвергаемся себя, то есть эгоизма, себялюбие и так далее, то есть, то человеку практически невозможно спастись. Вот ориентир примерно такой. Если люди, допустим, живут как бы, одновременно, да, то есть однотонно, без падений, без восстаний, то такие люди, они не спасаются. Почему не спасаются? Потому что в наше время, как мы знаем по святым отцам, практически все тангалашки, бесы, они все находятся на земле. И не падать может только святой человек или тот, которому бесы не дают упасть, потому что он уже в падении. Этот человек в прелести находится. Поэтому тот человек, который падает, встает, а встать можно только благодатью Духа Святаго. То есть вот именно к этим людям надо стараться вот именно как-то вот, ну, ближе с такими людьми как-то быть. А человек, который, допустим, не падает, значит и бесы ему не завидуют и не нападают на него. Поэтому вот эти вот моменты– это самый тот главный ориентир, который есть. Когда враг завидует, ненависть какая-то проявляется, это и есть то, что человек вот именно как-то Господь его еще долго терпит. Вот эти моменты, они очень важные. Помоги вам, Господи, дорогие друзья, понимать, что мы находимся и живем в последнее время, когда у нас все бесы находятся на земле. И смотрите, кого враг побивает и кого Господь поднимает. Это самое главное. Если у вас падений нет, знайте, что что-то не так. Как у нас святые отцы плакали Богу и говорили: Господи, я, наверное, отлучен от Тебя. Не нападает враг на меня, искушений нет и так далее и тому подобное.